эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В Татинском районе мужчину за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. В суде установлено, что подсудимый, несмотря на то, что уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не сделал для себя должных выводов и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, тем самым представляя угрозу жизни как своему, так и других участников дорожного движения. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортными средствами, сроком на 2 года. В дежурную часть отдела полиции в Якутске поступило заявление о том, что в магазине по продаже бытовой техники и электроники совершена кража наушников стоимостью 30 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний мужчина. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что консультанты отвлеклись, похитил наушники и покинул торговое помещение. Похищенный мужчина сбыл, выручив за них около 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А нерюнгринские полицейские выявили очередные факты фиктивной регистрации граждан по месту жительства. Жительница Нерюнгри прописала в своей квартире 2 иностранных граждан. Фактически же данные граждане в указанной квартире не проживали. Также установлено, что 47-летний мужчина прописал в своей квартире 23-летнего иностранного гражданина без намерения принимающей стороны предоставить данному гражданину это помещение для проживания. Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В Удачном вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки врачом. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача Айхальской городской больницы. Она признана виновной в получении должностным лицом взятки за незаконные действия и в 2 эпизодах преступления, которые квалифицируются как служебный подлог. Установлено, что подсудимая по предложению своего знакомого оформила гражданину В за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей подложный листок нетрудоспособности за период с 23 апреля по 7 мая 2019 года. При этом мужчина, в отношении которого был оформлен листок нетрудоспособности, в это же время отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. Она же в начале мая по просьбе своей знакомой, действующей в интересах бывшего супруга, оформила ему в период им отбытия административного ареста подложный листок нетрудоспособности 6 мая по 13 мая 2019 года. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия несовершеннолетних детей, выслушав позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Полиция в Бразилии на прошлой неделе пресекла деятельность преступной группировки, которая организовывала подпольные собачьи бои. Арестованы более 40 человек. Позже их отпустили под подписку о невыезде. Во время рейда обнаружены 19 питбулей. Животные находились в плачевном состоянии. Подробности в репортаже Сергея Белец. По сигналу анонимного информатора полиция бразильского штата Сан-Паулу провела операцию против организаторов подпольных собачьих боев. Оперативники обнаружили на ферме в окрестностях города Майри-Паран 19 питбулей и собак других бойцовских пород. Их состояние было ужасающим, некоторые находились при смерти. Задержан 41 человек, в том числе ветеринар, врач и сотрудник полиции. Ферма принадлежала перуанцу. Один из задержанных, американец из Калифорнии, выступал в роли рефери. Суд счел их вину недостаточной для содержания под стражей и отпустил под подписку до начала процесса. Обвинение – жестокое обращение с животными и незаконная организация азартных игр. Бои неизменно заканчивались гибелью одного из соперников. Мясо проигравших жарили на гриле и подавали зрителям. В сыром виде скармливали другим псам на ферме. Поединки проводились среди особей обоих полов, как следует из расписания на этой майке. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в мире России